Вы скажете, что за странное слово, но смысл такой, что Бог насильно не делает. Он открывает нам, скажем, образ Христа и потом оставляет нас в свободе, последовать или не последовать. Но как я хотел бы дать понять вам моими словами, что я мыслю, когда я говорю о вдохновении свыше, тогда я имею в виду вдохновение от Духа Святого. И это вдохновение не зависит только от Бога. Вы скажете, что за странное слово, но смысл такой, что Бог насильно не делает. Он открывает нам, скажем, образ Христа и потом оставляет нас в свободе, последовать или не последовать. Или, как я написал в моей книжке «Видеть Бога, как Он есть». Во Христе, воплощенном Логосе Отца, нам дано созерцать предвечную идею Бога о человеке. И когда в нас появится эта жажда уподобиться, тогда Богу дается место в нас. И в этом смысле это не зависит только от Бога, хотя только у Него эта жизнь. Это зависит от нашего расположения, принять или не принять. Итак, я хотел бы вам, дорогие мои братья и сестры, особенно те, которые пришли недавно, откройте ваши умы и сердца, чтобы Дух Святый начертал образ Христа в вас. И тогда все монашеское житие ваше будет как нечто совершенно неописуемое обычным человеческим словом. Христос и в Гефсимании, и на Голгофе жил все время мыслью об Отце. Так и мы будем жить. Но мы будем жить скорее Христом, а не Отцом. Они не раздельны. Но я говорю, так получается, что с нами Христос находится еще в акте, как спасти нас. И мы через Него приходим к Отцу. Практически жизнь становится христоцентрической. Духа Святого мы узнаем, потому что Он говорит нам то, что сказал Христос. А если Он говорит обратное, то это не Дух, третье лицо Святой Троицы. Так что на первом плане перед нами стоит прежде всего лик Христа. Итак, да благословит Господь ваш приход, мои молодые братья и сестры. И я готов служить вам до моего последнего издыхания.